Главная цель этого проекта улучшения качества воздуха в чем заключается? Я думаю, название проекта говорит само за себя. Главная цель – это сокращение выбросов, вредных выбросов в атмосферу. А что касается, ну, как и ранее уже отметили, сумма проекта составляет 50 миллионов долларов. Это кредитные средства от Международной ассоциации развития. И вот поэтому нашей целью является вот донесение информации до населения, то, что такой проект существует, то, что есть такая возможность заменить угольное отопление, которое больше всего наносит вред, В большей степени. да, в атмосферу, чтобы заменить угольное отопление на экологически чистый вид отопления. Как вы отметили, это может быть и тепловой насос. Данная технология в последнее время у нас в Кыргызстане уже становится даже популярной. Если говорить о цене, то, ну, если сравнивать с газовым, допустим, отоплением, оборудование может стоить дороже. Первоначальные инвестиции могут быть дороже, но в долгосрочной перспективе данная технология, она больше сэкономит средств потребителям. То есть вот если говорить о целях проекта, то цель этого проекта, ну скажем так, благая, да, это повысить потенциал страны в области управления качеством атмосферного воздуха и снизить, как я поняла, чистые выбросы твердых частиц и парниковых газов в городе Бишкеке, я как поняла, в Аламединском и в Сокулукском районах Чуйской области, да. Но опять же, вот этим льготным кредитованием, Адилет Аскарбекович, кто может воспользоваться? Ну, в принципе, когда я озвучивала анонс, я одно поняла, что это домохозяйство, иначе говоря, население, да, которое сейчас может быть заинтересовано в установке, опять же, тепловых насосов, или это может быть компании-поставщики экологически чистого отопительного оборудования. Да, вы верно все отметили. Это жители города Бишкек, жители вышеуказанных населенных пунктов, которые проживают в частных индивидуальных домах, то есть в частном секторе, где применяется, то есть, и уголь. То есть они могут и не отказываться от своего текущего вида отопления. То есть там будет уголь или газ, но как для начала как альтернатива. То есть эта технология для Кыргызстана такая, она только-только вот становится, да, распространенной, и как бы, чтобы попробовать, так сказать, чтобы прям полностью не отказываться от всего, можно как альтернативный источник отопления установить себе тепловой насос. Цены варьируются разные, то есть это в зависимости от параметров дома, от его площади, от его, насколько он утеплен, насколько сохранена вот эта теплоизоляция дома. Мы спрашивали, мы консультировались как у компании, у одной из компаний, которая занимается поставкой, реализацией данного оборудования. На 100 квадратных метров у них цены в районе 180 тысяч. Да, если сравнивать с газовым котлом, да, вот, что по вашей мимике, да, понимаю, то, что чуть дороговато, да, возможно. Но в долгосрочной перспективе она может, да, довольно потом себя окупить. Достаточно средств сэкономить, да. Окупить, но это все не сразу, а, ну, может быть, через несколько лет, можно так сказать. Да, и все мы замечаем в зимний период, в каком состоянии Бишкек, да, в какое состояние приходит Бишкек. То есть это все наглядно заметно. Видишь, нам в этом городе жить, нам самим нужно задуматься о качестве воздуха. Адилет Аскарбекович, ну как мы понимаем, и как мы сегодня уже начали говорить, льготные кредиты предоставляются на покупку и установку современных экологических систем отопления. Это только тепловые насосы или здесь есть какие-то другие разновидности? Речь только идет о тепловых насосах? Не только, здесь могут быть и солнечные нагреватели. Это как может быть в комплексе солнечные панели для генерации электроэнергии, керамические эти радиаторы, батареи. Плюс мы столкнулись, да, в прошлом году, то, что у нас бывает обращение, то, что
Вот зимой сокращают лимит Мгм. потребления электроэнергии. Электроэнергии, Да. В случае данная практика, если будет также в будущем, можно будет в комплексе себе взять генератор либо аккумулятор на тот случай, если потребления не хватает, да, то есть если мощности не хватает. Но данная технология, она может потреблять от 1,5 киловатт. То есть, я думаю, это как электрочайник, наверное, да, как он потребляет. Мгм. В зависимости, чем больше дом, тем больше может он потреблять. Да? Мгм.